شما بخیر بیننده عزیز. ما در عرفه استقبال از روز مادر ایستاده‌ایم و این شام در برنامه فوتبال تاجیک یک بانو، یک نفری که عمر خود را فدای فوتبال کرده است. مربی خدمت نشان داده تاجیکستان، چمپیون 6 کرته تاجیکستان، اوید به فوتبال زنانه 2 کرات جایزه‌دار عنوان بهترین مربی تاجیکستان در فوتبال زنانه زیبا قاسیموف. خوش آمدید. عیدتان مبارک باشه. البته عین زمان شما در کلوب مرکزی ورزش ارتش به حیث مربی فعالیت میکنید، اما من میخواستم این شام ما درباره خود شما صحبت کنیم، درباره چگونه به فوتبال آمدن شما، درباره چگونه همچون یک ترینر، همچون یک مربی تشکل یافتن شما و البته خدمت‌های شایسته شما در رشد فوتبال زنانه بگوییم. خوب، چگونه به футбол آمدید؟ Ну, мое детство, так скажем, оно было очень активным, если не суперактивным. И дома мне попадало от этого, от родителей, потому что, ну, наверное, девочку вот с такой активностью они не ожидали, как бы, видеть. И любая семья хочет, наверное, от дочерей как-то другие какие-то жесты, поведение видеть. Но я была девочка, которая, ну, из 24 часов, наверное, где-то 12 часов, но как-то умудрялась находиться на улице, и все это было каких-то игровые, вот эти вот игры, какие были в то время игры во дворе, все чердаки, деревья, вот это мальчишки, драки, это была такая пора, когда даже, ведь спустя некоторое время это можно оценить, как бы, свое поведение, а тогда это было нормой, и казалось, что порядке вещей. Порядке вещей, все правильно. Дома получалось здорово от этого. И все вот это, все, что я впитала на улице, во дворе, своем родном дворе, это все мне пригодилось, да? Это мне все пригодилось в моем потом выбранном пути, непосредственно в спорте. Это в городе Душанбе было, да? Это в городе Душанбе, даже регион, не район скажу, Голубой экран, и сейчас его все знают как Голубой экран. Насколько мы знаем, вы начали с хоккея на траве, правильно? Да. К сожалению, тогда не было футбола, но был такой прекрасный вид спорта, новый он тогда был, хоккей на траве, он и сейчас существует. И хочется вот сказать, что все-таки навыки футбола, игры в футбол мы получили, вот тоже играя это все во дворе. Играли по ненормальному. Естественно, допустим, такая вот пропорция была, ну, 1-2 девочки и там, допустим, остальные все мальчишки. В принципе, из-за этого и получала дома от родителей, потому что, ну, это не приветствовалось, ну, не то, что никогда, но это было, так скажем, ненормально, но вот это вот нравилось, вот это вот было, и те, которые мои соседи, бывшие по тому году, вот они меня помнят именно девчонкой, которая играла в футбол и была вот такая сорвиголова. А первые шаги в футболе это когда было? Это 2003 год, когда я получила лицензию, решила переквалифицироваться на этот вид спорта и получила первую вот эту вот лицензию категории С. И собрала команду, и была первая игра. Кстати говоря, это тогда в газете даже статья вышла. И в тот же год, кстати говоря, вообще официально был признан как женский вид спорта, его стали развивать в нашей республике. Первая статья, гордость, да? Ну да. Единственное, руку на сердце, у меня не получилось как бы не то, что вот сильно так и остаться в футболе. Там чуть-чуть поддержка, ну, было сложно еще в то время.
и на себя... Сложно организовать это все или как сложно? Мне больше, лично мне было больше сложно... Собирать команду, собирать... Нет, команду девушек? я собрала, поддержки не было вот Мгм. как таковой. Финансовой поддержки не было или вообще внимания не было? Проще было, наверное, все-таки мужчинам. И вот Баба Колонов был такой тренер, Сулаймон. который Сулаймон, да, у него получилось это лучше, так скажем. Мгм. И вот эта легендарная «Ласточка», которую он создал команду, вот собрал девчонок, очень хорошие девчонки там были, достойные. Они, в принципе, вот, были как и основателями, так скажем, родоначальники женского футбола Да. в нашей республике. А первая ваша победа, это когда была? В год независимости? Да, 26-й? 26-й год независимости, где я просто уже тогда к этому времени не смогла как-то найти, допустим, спортивную школу, которая бы меня тоже как-то устроила на работу. И я думаю, дай-ка я попробую сама это сделать. Тем более у меня были такие возможности, скажем, финансовые, личные. И я помню, купила мячи, купила форму для детей, чтобы вот не было это накладно, обувь, и начала собирать. Да. Тоже хочется отметить непосредственно стадион «Спартак», который вот, Мгм. ну вот на базе вот этого стадиона я набрала девчонок, и вот они любезно предоставили площадку там, и где-то годик вот у них я попробовала вот это вот все создать, у меня получилось, и вот как раз 26-й год независимости Таджикистана я занимаю первое место, где уже подключились непосредственно работники Федерации футбола в лице Шавката Ахмедова. да. И он посодействовал меня в трудоустройстве уже непосредственно в школу Олимпийского резерва, где я поныне и работаю. И большая благодарность ему, конечно, за это. И тот директор, который меня взял, он как-то поверил, видимо, вот, разглядел, и спасибо, по сей день я официально работаю в этой школе. Как ваша семья относилась к этому? Ну, поскольку у меня мой супруг, он тоже из сферы, так скажем, спортивной деятельности. Из мира спорта? Да. Он бывший главный тренер, тоже заслуженный тренер Республики Таджикистан, Гасымов Юсуф Гасымович, и он возглавлял сборную женскую команду по хоккею на траве. В принципе, вот там было все идеально. Просто даже вот эти события нас как-то разделили. Он уехал к себе на родину, в Азербайджан, где уже, в принципе, наверное, сейчас на пенсионном отдыхе. Как-то вот так вот. Ну, естественно, я, наверное, как плохая жена, не поехала за ним. Осталась почему здесь. вы не поехали? Вот, интересно. Нет, это как-то так получилось, не знаю, я изначально... Из-за принципа или? Не, я сразу как-то обозначила, имея в виду, я свою родину не покину никогда, ни при каких ситуациях. Кстати говоря, То есть вы выбрали родину, да? у меня даже вообще В каком-то смысле так можно вопроса не выразиться. стояло такого. У меня, если посмотреть мою вот прописку, она ни на секунду у меня вот вообще не менялась, ни на секунду. Я в том же районе никуда никогда и не было никогда у меня таких мыслей вообще, чтобы я покинула свою, в общем, так скажем, родину, что бы в ней ни происходило, что бы ни случилось, я не знаю. Вы контакт поддерживаете с мужем? Мы поддерживаем, у него новая семья, ну, там они так просто, ну, видимо, принимает вот эту нашу, так скажем, ну, больше дочь у меня как бы поддерживает со своим отцом связь. Дети с вами остались, да? Да, у меня одна дочка, один ребенок, и сейчас уже 4 внука, мы живем вместе, и даже нету даже никаких мыслей. И у моей дочери никогда не было желания уехать, покинуть пределы республики. Это
как бы не обсуждается, и даже мне странно как-то было, я говорю, вот, ну, как мать, может быть, это тоже чуть-чуть неправильно, но я удивлялась, говорю, странно, что ты даже не хочешь попытаться где-то пожить в другом месте, а вдруг тебе там понравится, не знаю, нет, она говорит, вы все, говорит, ненормальные, вы не понимаете, в каком раю мы находимся. Все остальное, как бы, это все от нас зависит, от людей. Ну, в принципе, если так подумать, все на самом деле это так. И, ну, вот у нее такая позиция. Так сложилось, да? Вот да, судьба. она такой гражданин своей родины. Некоторые говорят, что футбол – это не женское занятие. Как вы думаете? Вот бедный вообще спорт. Вот столько дисциплин в ней, столько видов спорта. И вот почему-то как-то вот, ну, наверное, сколько людей, столько и мнений будет. Ну, не все же, наверное, к этой точке привержены. Но так придерживаются. В процентном соотношении, может быть, и больше как-то к этому так относятся. Мне кажется, все-таки это просто игра, очередная игра, игровой вид спорта. Он очень популярный во всем мире. Почему его мы вот так можем взять и как-то не признать его, вот женский он или чисто мужской? Вы постоянно работали, трудились на два фронта. Да? Собирать команду и уговаривать родителей. Обязательно. Да? Это два фронта, это сложнейшие два фронта. Сложно. Вам тяжело было? Мне очень было приятно добиваться, даже поговорив с родителями, когда я их многих умудрялась как-то психологически убедить, даже по сей день это происходит, что, в принципе, девочка ничем не проиграет, если она займется этим видом спорта, она вытащит только одни плюсы. И когда мне, допустим, доводилось убеждать родителя, я какую-то тоже маленькую победу ощущала. И сейчас вот даже есть такие родители, которые, они говорят, мы вам доверяем, мы вам верим. И вот это меня очень, знаете, вдохновляет, окрыляет, и я на самом деле я понимаю, что даже вот элементарно, у меня есть, допустим, помощницы, да, тренера тоже по футболу, молодые девчонки, которые еще сами бегают, еще сами, которые какой-то интерес в своей жизни, они как бы исполняют, я им тоже в этом плане помогаю, и они, как вам объяснить, просто чтобы Зибоховна хотя бы вот была. Я могу дать задание, уже девчонки работают, ну, вот эти мои, допустим, вот эти вот, ну, шогижды, так скажем. Но присутствие мое, оно все равно как бы другую, что ли, атмосферу создает даже. Даже элементарно мне, может быть, не нужно даже и присутствовать на учебно-тренировочном процессе, а находиться там, и это важно. Важно, как, может быть, для тех же детишек, когда приходят на соревнования их родители посмотреть, поболеть. Это же что-то вот о чем-то говорит, это же есть во всех видах спорта. Кому-то важно, чтобы пришли родители, кому-то важно, чтобы вот даже тренера были в том составе, который вот недаром, ведь один тренер тоже не работает. Есть помощники, есть, так скажем, тренерский штаб, где вот тоже это своеобразная команда. Мы все это создаем, ауру, вот эту всю атмосферу, вот этого доверия. И тогда уже смотрят родители, а кто там? А вот там вот такой вот человек, допустим, вот такой титулованный, вот с таким стажем работы. И тогда уже потом происходит вот эта вот связь, которая помогает какие-то достигать результаты. У вас были вот такие мысли когда-нибудь, что хотели все бросить и уйти? Вот руку на сердце, никогда такого не было, чтобы бросить и уйти, но уставала, да, и хотелось отдохнуть. От чего вы устали больше всего?
ну вот знаете, есть вот моральная такая усталость, когда ты ожидаешь больше, а не получаешь. Не знаю даже, вот как на это ответить. Но все-таки у вас не было вот момента, А вот который... чтобы уйти, нет, ни в коем случае. А вот уставала, ты же ожидаешь, идешь большего, а у тебя какие-то препятствия там будут, допустим, и ты разочаровываешься так на время. Опять-таки, я говорю чисто психологически. А так, нет, это у меня дорога как-то прописана уже давно. Вот даже сочинение в 5 классе. Мне легко это время так вот контролировать, потому что я в 70-м в школу пошла, в 80-м закончила. Я могу спокойно просчитать, 5 класс – это 75-й год. Вот в 75-м году я написала сочинение «Хочу быть тренером». Ведь, поверьте, в 5 классе, вот мою, если вот сейчас анализировать, я ж вообще, я не принадлежала себе, я не анализировала, что происходит, как-то все со мной так шло, а с возрастом ты потом уже думаешь, да, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. То есть в каждом вот своем какой-то возрастной категории вот такие вот всякие вещи происходят, и ты, если ты с мозгами, потом ты как-то это все свое мировоззрение меняешь. То, что было вчера, может быть, ты сегодня это по-другому уже все видишь и понимаешь, допустим. Вы шестикратный чемпион у нас в нашем футболе. Вы много чего видели, много чего анализировали, много чего знаете. Что нужно? Какой толчок? Кажется, президент Федерации футбола сделал уже этот толчок. Он обязал все команды высших лиг мужских нашей республики, чтобы у каждой команды была женская команда. И вот тогда это уже будут девочки мотивированы непосредственно уже Пошел материально. процесс, да, они будут получать стипендии, заработная плата, как хотят, они пускай это назовут, но это пойдет совсем другое качество уже жизни и подход даже непосредственно. В мозгах тоже должно что-то щелкнуть, потому что это очень сложно. Взять и в одночасье, допустим, ты любитель, пришел, когда хочешь, ушел, когда ты хочешь. Тебя ничем не может обязать тренер. Там идут чисто личные какие-то такие качества. Хочу, нравится, люблю этот вид спорта. Ведь сейчас у меня команда, девчонки, вот они больше, вот всегда мне задают вопрос, а как у тебя держатся девчонки? А посмотрите на них, они вот, или им задайте вопрос, они просто скажут, мы любим этот вид спорта. Мы уже привыкли, мы не можем без него. В мужском футболе это все понятно, Азиба Холомовна, какие подходы нужны. Но в женском футболе это должно быть все аккуратненько, да, так, подходы такие, потому что все-таки там девчата играют. Нужны особые подходы, да? Даже, и у вас есть такие навыки? Даже психология, даже элементарная психология. Девчонками очень сложно. И недаром вот просто... Они могут сразу обидеться. Никакую Америку я не открою при хорошем раскладе, в хорошей команде, которая какой-то путь себе там она обозначила. Обязательно должен быть психолог спортивный, обязательно. Я знаю, что, естественно, у нас это дефицит этой профессии. Вот в республике, просто скажу так. Это в мужском футболе даже дефицит? Ну, вот не хочу. Просто чтобы они потом не говорили, что вот там женщина... Вот, как я, знаете, иногда разговариваю о футболе с кем-то, и я просто о женском говорю и даже пресекаю. Говорю, давайте о женском. С мужским у вас есть с кем говорить, и столько умных много, и это самое. Давайте вот элементарно в нашей школе. Вот где-то около 40 штатной единиц 40 тренеров. 3 только мы девушки, женский футбол. Сколько по математике? 37 тренеров, кто работает с мальчишками. Ну, все хорошо. Давайте вот эту пропорцию сделаем. Да. И все. Давайте о женском. Вот вы меня видите, хотя бы 40, я всем говорю. Хотя бы 30 на 10, да? Меня видите? Давайте про женский говорить. С мужским не хочу, там все как надо.
и папа поведет сына, сам поведет, и будет хорошего тренера искать, понимаете? А женский футбол, мы их ищем, мы уговариваем, мы убеждаем, что у вашей дочери очень здорово получается. И если там категоричность какая-то, вот нет и все. Ну, мы тоже не так прям сразу сдаемся. Очень много хороших девчонок, которые стороной обходят этот вид спорта. Ну, что поделаешь, вот что я могу им больше. А вот сейчас эта история изменится, и потом уже, может быть, родители уже скажут, Да, а почему бы уверен. нет? А почему бы моя дочь? Ведь это тоже своего рода не испытание, а как вам сказать? Это такая дорога, где и девочке нужно уметь побороться, отстоять свою точку зрения. Да. Она это сможет это делать, если будет просто через спорт пройдет. КМВА – это новый вызов для вас? Ну, для меня он по большому счету не вызов. Ну, здесь Центральный спортклуб армии сделал жест первый, и хочется ожидать от них офицерского слова, чести. Все-таки это представители военных, и надеюсь, что все, что они нам обещали, что они все это сдержат, пока они все это как бы свои слова сдерживают. Есть еще там нюансы, которые вот в процессе, надеюсь, это. И мы, в принципе, поверили, мы решили, мы их не подведем, будем стараться еще больше, лучше, как бы все их ожидания сделаем, как вам сказать, в 2 раза, в 3 раза еще круче. Тем более на кону Лига чемпионов, да? Ой, а это вообще такой праздник, еще до сих пор я не осознала. И мои девочки сейчас, основной состав почти там, в Дубаях, они в товарищескую встречу вот вылетели, мы их сейчас ждем, чтобы они вернулись, и все, и они уже в курсе, мы очень, вообще, это для нас такая новость, которая, это исторический момент, где мы будем очень, вы понимаете, мы будем записаны в эту историю нашего Республики Таджикистан, и мы будем первыми, и меня это вообще очень так вдохновляет, воодушевляет, окрыляет. Я даже на базе вот этого сейчас новый состав девочек собираю. Вот где вызов. Вот где вызов. С нуля начать, вы знаете, это вообще, это больше вызов, чем, вот, допустим, даже та Лига чемпионов, к сожалению, очень большая работа предстоит, понимаете, выйти на этот уровень. Но вот мы долго ждали, может быть, даже где-то не устали ждать, а где-то мы расслабились, понимаете. Но все-таки дождались. Дождались, и да, и там нужно будет все работать. Я хочу обратиться к женщинам, поздравить их всех с Международным женским днем, попросить их о том, чтобы они были чуть-чуть, как всегда, внимательны к своим детям, дочерям особенности. Пожалуйста, хотя бы пока они учатся, не запрещайте им заниматься этим прекрасным видом спорта. Это просто игровой вид спорта. Мы просто мяч не трогаем руками, а играем ногами. Вот она вся разница. В принципе, интересный очень вид спорта. Огромное вам спасибо. Еще раз наши поздравления. Спасибо. دوستان عزیز ارجمند در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.